ичкерийских вождей стали плакаты. Вот вдумайтесь в них. Русские в Казань, русские в Рязани, татары в Казани, ингуши в Назрани. Это очень провокационно, очень разрушительно, очень неприятно. Это российский лозунг. Русские жили, они веками рядом с нами, и русские были нам нужны, были русские очень хорошие врачи, очень русские учителя. Меня, например, учили русские учителя, и благодаря их обучению моя учительница Вера Ивановна Абросимова по русскому языку. Я опять написал сочинение в МГУ на факультет журналистики. И также русские учителя учили наших детей, ничего плохого они нам не делали. Зачем их надо было выселять в Рязань? Теперь по поводу татар. Татар у нас было маловато, но даже татары, и верцы наши, ну зачем их обижать? А зачем обижать наших братьев ингушей? Пусть они называются ингуши, но это наши братья, мы на одном языке говорим с ними. Зачем их было выделять? Зачем их было выдавливать? That Russia might take up its old imperial habits. So it's a difficult situation. Here we have a political meeting in the area of Vladikavkaz. This may be the last meeting because on the 30th of November we will decide whether Ingushetia will remain part of Russia as a result of the referendum. And the governmental body will have to decide what's to be done with the area where the Ossetians are now living. Before 43, there were Ingush who were living there. The Ingush consider, as before, that there's no need to have an emergency situation or military rule. Отряда внутренних войск так никто и не пришел. Войска, которые по договоренности с Горбачевым, Баранниковым были направлены в Беслан, должны были маршем пройти через Назрань и войти в Грозно. Но они доехали до Назрани, ингуши несколько самосвалов свалили на дорогу, щебенки, да? Собрались женщины там, вокруг этого места, и дальше ехать нельзя, нужно давить людей, то есть полностью не выполнили приказ. Мы, когда разговаривали с Борисом Николаевичем Ельциным, он, кстати, убыл в отпуск, да, и мы договорились, что как бы весь удар я буду принимать на себя, потому что я выступал, докладывал на Верховном Совете, и мне было отказано о введении чрезвычайного положения. Ну, как бы я ослушался, да, Верховный Совет, ослушался президента. Шанс утвердить указ о чрезвычайном положении на Верховном Совете все-таки был. Была даже создана специальная согласительная комиссия. В согласительной же комиссии был Костоев, депутат от Чечни. У него одной руки не хватало, он очень уважаемый был. И я тогда впервые, помню, сильно поругался с Рудским. Когда он, не скрывая своих эмоций, говорил, что уже президент ввел, а вы тут миндальничаете, и этих черножопых надо всех давить. Костоев резко вскочил, хоть и с одной рукой, и говорит, вы подбираете выражения, хоть вы вице-президент, на вы. И я вообще одной рукой могу драться и так далее. Тут мне пришлось вмешаться, я сказал, действительно, вице-президенту надо знать, когда он что говорит. А он говорит, а я сейчас не вице-президент, а я сейчас как мужчина, я очень возмущен. Я говорю, ты даже на унитазе должен помнить, что ты вице-президент везде и всегда, потому что ты вице-президент России, тем более в этом. Согласительная комиссия разругалась еще сильнее. И в конце концов, из-за этого инцидента, в основном из-за этого эмоционального инцидента, согласительная комиссия в конце концов дала рекомендацию не утверждать чрезвычайное положение. Лучшего подарка для инаугурации президента Чечни, чем такое чрезвычайное положение, просто трудно было придумать. Дудаев проявил великодушие. Спецназу даже оставили оружие. Всех во главе с генералами посадили в автобусы и выпроводили из Чечни.
Колонна шла по дороге под свист, улюлюканье и стрельбу в воздух ликующей толпы. Вспомним, как все это начиналось несколько лет назад. Если, так сказать, люди пойдут по Корану, вот тогда будет хорошо. Как никого будут именно чеченцы? Механизмы заготовлены. Я могу на одну минуту с вами уединиться? Мы объединимся. Мы давайте присутствуем всех. Нет, у меня секретов нет. У меня конкретно к вам. Азербайджан давайте вспомним. Армению давайте. Зачем вспоминать? Грузию вспомним. Давайте вспомним еврейские погромы. Давайте вспомним армянские погромы. Зачем это вспоминать? Если депутаты, если люди... Ну пусть они открывают своих депутатов, этих республиканцев. Задать вопрос, а вот ведь депутатов, которые... Нет, он поддержит или не поддержит? Пусть назовут. То есть по такой путь пока, парламентский. Глупый. Кстати, в Ингушетии он в Назраде об этом сказал, Ельцин. Берите суверенитета столько, сколько проглотите. Вот это положило начало параду суверенитетов на Кавказе. Это быстро попытался реализовать Дудаев, создав свою армию для отделения не только своей республики, но создания халифата от моря до моря. И если к этому еще добавить полностью склады двух частей внутренних войск, которые они разграбили, склады 73-го учебного корпуса, это бывшая учебная дивизия генерала Соколова. Там много было оружия. Только одних автоматов 53 тысячи было. То есть на всех бы хватило. Почти 50 полков. Там так и хватило. 5 стрелковых дивизий, только с автоматом. Не считая того, что там 54 танка было захвачено, начиная от пусковой установки тактических ракет «Луна-М» и заканчивая самолетами. Там свыше 50 самолетов только учебных было Л-29. У меня даже есть запись телевизионной встречи Дудаева и Аушева, где Дудаев в начальственной форме отчитывает Руслана по полной. Тот Дорогие зрители, у вас может сложиться ощущение, что Дудаев просто занял нейтралитет и дальше наблюдал, что происходит между остинами и ингушами. Нет. Марк Блиев, видный остинский историк, в своей статье от 1993 года, где он призывает голосовать за команду Галазов-Хитагуров, писал, что именно Хитагуров договаривался с Дудаевым о нейтралитете. Более того, Дудаев несколько раз присылал сюда своих представителей во время конфликта, которые подтверждали, что мы придерживаемся нейтралитета. Сейчас я этот фрагмент вам зачитаю. В Северной Осетии не исключали повторения юго-остинского сценария, где Михаил Горбачев грузинско-остинскому конфликту отводил роль карты, с помощью которой вернет Грузию в лоно СССР. Взвесив все, реально представив размеры возможностей и трагедии, Хитагуров выехал в Грозный, в город, где бушевали страсти и не затихала стрельба. Поездка особо не освещалась в средствах информации. Она состоялась как бы инкогнито. Но известно, председатель Совета Министров нашей республики из Грозного привез слово генерала и президента, заверявшего в том, что Чечня, никогда не находившаяся с Осетией в конфликте, неизменно будет оставаться для остинского народа дружественной республикой. Выйдя на прямые переговоры с Чечней, в момент, когда над жизнями наших граждан нависла реальная угроза ингушской агрессии, Хитагуров обеспечивал нам нейтралитет Чечни. Вскоре все мы могли видеть, как в условиях проходивших тяжелых боев в пригородном районе и вооруженного блокирования российскими властями подступов к Осетии, Дудаев трижды присылал в Осетию официальные делегации, информировавшие о том, что президент Чечни придерживался и будет придерживаться в конфликте полного невмешательства. Здесь важно очень заметить, что речь идет в том числе о таком неизбывном символизме политическом, Олег. 3 делегации, которые присылал Дудаев в Северную Осетию, это безусловно не более, но и не менее чем демонстративные жесты. Не нужно было присылать ни одной более для того, чтобы в Осетии понимали, что договоренность есть договоренность. Хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал, в принципе, в большей степени случайно. Почему? Потому что, если помним, после того, как стали президентами избираться, это бывший первый секретарь обкомов
партийные работники, советские работники. А я стал на войне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 1992 году. И когда я прибыл к себе на родину, то... Вы говорите о конфликте между... Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения и осетинской частью населения в Северной Осетии. И когда я прибыл, то там уже находились федеральные структуры, и так как республика была только на бумаге, Республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни практически глав назначенных, то и ситуация была тяжелая, беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома, и мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом к Шахраю. Шахрай был глава администрации, ввели чрезвычайное положение, я был замом у Шахрая. Мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии. Мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии. Единиц бронетанковой техники, включая 42 танка Т-62, 153 единицы артиллерии и минометов, около 60 тысяч единиц стрелкового оружия, 13 миллионов патронов. Почти все это Дудаев и продемонстрировал на параде в честь 2-летия своего правления. Были и официальные гости из дружественных стран. Вот Жириновский, Гамсахурдия, как всегда Аушев. Парад немного смахивал на пародию. И было бы даже смешно, если бы мы не знали, что будет дальше. Не будет война! Конечно, не будет войны. Зачем война? Мы пока договорились на мирном решении по военному аспекту.
Политическое решение ожидает еще решения высших эшелонов политической власти. Так получилось, что я ингуш. И мне нет нужды говорить тебе, что я на стороне тех народов, которые не имеют голоса в этом мире, и которые не знают, как вести себя там, где бал правят журналисты. Право ингушей на выживание — это мое право и твое право. И право всякого доброго и свободного человека не склоняться перед злобными силами дезинформации. Будь то коммунисты, капиталистические свиньи или тошнотворная партийная пропаганда тех, кто присваивает себе монополию на здравый смысл. Так получилось, что я ингуш, потому что мне нравится их любовь к свободе. Потому что у них никогда не было ни феодализма, ни аристократии, ни крепостных, ни рабов, ни деления общества на высших и низших. Так получилось, что я ингуш, потому что они олицетворяют для меня все самое несчастное в нашем мире, пережившем холодную войну. Всю эпоху холодной войны мы кричали на всех углах, что защищаем слабого от напавшего на него громилы. Так вот, это была наглая ложь. Снова и снова во время холодной войны, и после нее Запад вступал в сделки с этим самым громилой. Ради того, что мы называли стабильностью. К ужасу и отчаянию тех, кого мы, по нашим словам, защищали. Перед этой проблемой мы сейчас и стоим. Ингуши отказываются прекратить свое существование ради какой-то рационализации. Они отказываются быть игнорируемыми, недооцененными или выброшенными за борт. И они сражаются, осознавая это или нет, против преступного сговора между прогнившей русской империей, дующей в старую дуду, и руководством Запада, которое перед лицом всего остального мира демонстрирует безразличие к своей хваленой христианской морали. Джон Ле Карре, «Наша игра». 1995 год. В свое время Руслан Аушев, бывший президент Ингушетии, мог бы зафиксировать эти границы на любом месте, которым бы он хотел. Для этого ему было две вещи достаточно. А, не принимать чеченских беженцев, и б, согласиться на войну 99-го года. Ведь тогда Аушева чуть ли не лично Путин уговаривал, там вот была бумага о том, какой плохой Масхадов, ее надо было подписать, и Аушев сказал, я эту бумагу не подпишу, вернулся в Ингушетию, показал эту бумагу, сказал, я ее не подпишу, братский народ. Потом устремились в Ингушетию чеченские беженцы, генералы российские закрыли границу, по приказанию Аушева лично ее открыли. Да, то есть это я к тому, что вот был человек, преданный одновременно России и войнахам, абсолютно благородный, 100% горец и 100% русский офицер. И вот печальная история заключается в том, что его благородство не окупилось. Знаю такой народ. Вообще, Арби рассказывал мне вообще, говорит, даже, говорит, у чеченов пословица есть, что если поругался с ингушом, то, говорит, руку с кинжала вообще не убирай никогда. Ни днем, ни ночью. Он, говорит, спать не ляжет, пока тебе не объяснит, что к чему.